Ассаламу алейкум. Добрый день, приветствую всех. Сегодня я вам обращаюсь за помощью. Мой друг Иса Цицкулаев, ветеран русско-чеченской войны, по вине французских врачей вот уже 9 лет находится в инвалидном кресле. После химиотерапии и многочисленных пункций, проведенных без его согласия, он испытывает невыносимые боли. Для этих врачей он стал подопытным пациентом. Они преследовали свои алчные цели, и теперь французские врачи отказывают ему в лечении. У нас осталась последняя надежда. Последняя надежда на врачей Германии. Для этого нужны средства. Для того, чтобы он мог приехать в Германию, получить, уточнить, узнать свой точный диагноз, для того, чтобы можно было провести правильное лечение. Для этого нужна ваша помощь. На экране вы видите номер телефона, по которому вы можете уточнить необходимые моменты и детали, а также реквизиты, которые вы видите вот на экране. Я прошу вас всех не оставаться равнодушными. Я, Арцуев Аслан, правозащитник, а также наша организация Human Rights Center Ичкерия, находящаяся в Германии, просим вас не оставаться равнодушными и помочь нам. Кто может, как может, любая помощь будет очень кстати. Спасибо большое, рассчитываем на вас. Всего самого хорошего. Адикюэль. Диларду массаргаша. Это был чара от реквизиты. Шейк Далуш дол сюда гона осталлацер. Модар сюда. Аллах рейс хуйшун массарна. Дел рейс хуйшун. Дал массу мок швоч саган. Дал дарб дуэль дал ули юэль. Дел рейс хуйшун. Адикюэль. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Рад всех приветствовать. Сегодня 16 ноября 2020 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Только что я вот показал вам свое видеообращение по поводу Исы Цицкулаева. Прошу всех не оставаться безучастными и внести свой вклад, помочь человеку. Это не копать колодцы в Африке. Конечно, дело тоже нужное. Но, конечно же, в первую очередь нужнее оказать помощь нашему ближнему человеку, близкому человеку, который оказался просто в очень тяжелой ситуации. Так, давайте перейдем к вашим вопросам, к вашим приветствиям, к вашим... Так, еще раз, Чечня не Россия на месте. Эмин Далмашал Дуэлу алейкум ассалам Чинхуа, леди Максим, всех приветствую, всем алейкум ассалам. Сразу же напоминает наш канал вам. Добро пожаловать в чат, не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки, подписывайтесь на Реалити. Пусть люди узнают правду. Давид Аушо, брат, тебя уважают и смотрят тебя в Ингушетии, от братьев тебе салам большой. Делер салам ашгуль, Давид. Всем братьям и сестрам Ингушетии тоже большой салам. Всех приветствую. Так, сегодня несколько тем у нас будет интересных. В первую очередь, конечно же, основная тема, то, что сейчас происходит в Беларуси. Там нарушаются массово права людей. Недавно был убит человек, об этом тоже мы сейчас поговорим. Был митинг по этому поводу, люди выходили протестовать по поводу убийства одного из них. Но перед всем вот нашей основной темой, которая сегодня будет обсуждение Беларуси, постоянной темой взрывов домов,
1999 году. Сегодня я бы хотел немного разобрать взрыв в Волгодонске, который был совершен рядом с атомной электростанцией, которая находится ближе всего к Европе. Тем самым европейцев поднапугать. Ну да, кто-то, может, видел, очевидно было, что это всего лишь русская провокация, но для формальности, да, если не следовать духу закона, духу происходящего, а только лишь букве, то, конечно, можно сказать, это атомная электростанция находилась рядом с Европой, и поэтому Европа не может вмешиваться, потому что реальные террористы, люди, которых оболванили и пустили в эту спецоперацию, были задержаны, они были мусульманами, они были, по-моему, карачаевцами. Но сам факт, что как бы исламский терроризм и все такое, и было очень удобно такой стеснительной Европе дать повод отказать чеченцам. Сегодня, конечно же, все за это расплачиваются, и дальнейшее разрастание, как говорил Джохар Дудаев еще в 1995 году, до невероятных размеров грозит и миру, и Европе, и миру в целом. Но, надеюсь, до этого не дойдет, и бункерная крыса ядерного удара, которого она боится, будет замурована и не увидит больше белый свет в своем бункере, будет замурована. Но сейчас не об этом. Сейчас я бы хотел вам дать послушать речь победителей президента, американских выборах президента Джо Байдена и вице-президента Камилы Харрис, которые выступили 8 ноября перед американцами. Это очень важно, и потому что в ближайшие 4 года я лично буду обращаться к ним, и к Камиле Харрис, и к Джо Байдену, если они останутся, и инаугурация произойдет, и в Америке не произойдет чего-нибудь супер неординарного, будем обращаться и напоминать им их слова. А для того, чтобы их напоминать, нам всем хорошо бы запомнить хорошенько, что они говорят на своих предвыборных речах. Кстати говоря, американские президенты чаще всего выполняют большую часть своих обещаний. Тот же Дональд Трамп, тот же Барак Обама, те люди, которые заявляют о своих каких-то обещаниях, они чаще всего выполняют, по крайней мере стараются большую часть их выполнить. Потому что это возможность на следующие выборы, особенно на первый срок, следующие выборы избраться. Я обещал то-то, то-то, я сделал. Теперь я обещаю это-то, это-то, выберите меня, и я опять это сделаю. И поэтому вот такие вот вещи, это очень серьезно. Это не Россия. Там на самом деле держат слово, уважают правду. Например, не знаю, насколько там с Америкой, но приблизительных взглядов и одинакового направления Германия с Соединенными Штатами, да, государство, здесь правда очень уважается. При всех минусах, я не говорю, что здесь все идеально, или в Америке идеально, или где-либо в мире идеально. Мы знаем, что нигде не идеально. Мы взрослые люди, все понимаем. Но при всем при этом здесь близко нет той лжи и обмана, то лицемерия, в истории, в культуре, в науке, да в чем угодно, в политике в той же. Та ложь, которая есть в России, которую мы, как потребители русского информационного контента, получаем в огромном количестве. И не замечая для себя, даже мы, чеченцы, для которых правда имеет самое большое значение, начинаем тоже спокойно относиться на некоторые вещи, которые не можем позволить там себе или там своему окружению. Ну так давайте перейдем к речи победителей. 8 ноября, то есть 8 дней назад, больше недели назад была эта речь. Я бы хотел бы ее на BBC, ее целиком и полностью вместе с вами ее послушать.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. I sought this office to restore the... Так, я, наверное, буду комментировать, да, потому что, чтобы это было, имеется в виду читать титры, а не комментировать. Ну и, конечно, свои комментарии, мы тоже свое мнение обязательно, нужно, не нужно, мы всегда его вставим. Я хотел бы занять этот пост, чтобы восстановить душу Америки, говорит. Смотрите, какие слова. Чтобы восстановить опору нашей страны, средний класс. Чтобы Америку снова уважали во всем мире, по всему миру. Чтобы объединить нас всех здесь, дома. Мы начнем работу с того, чтобы взять под контроль COVID-19. В понедельник я назначу группу советников, ведущих ученых и экспертов. Они возьмут план Байдена, Харрис, COVID-19 и подготовят его к немедленному исполнению. 20 января 2021 года, день инаугурации президента. В основе этого плана наука. Я не пожалею сил и упорства, чтобы остановить пандемию. Пусть мрачная эра демонизации в Америке закончится. Прямо здесь и сейчас. Для меня будет большой честью работать с прекрасным вице-президентом Камалой Харрис. Она войдет в историю как первая женщина, первая чернокожая женщина, женщина южноазиатского происхождения, первая дочь иммигранта, избрана на такой пост в нашей стране. Камила Харрис. Но хоть я первая женщина на этом посту, уж точно не последняя. Потому что каждая маленькая девочка, которая смотрит сегодня на нас, видит, что Америка – страна возможностей. 4 года вы уходили на марши, вы активно выступали за равенство, за справедливость, за наши жизни, за нашу планету. И потом вы проголосовали. И вы показали, чего вы хотите. Вы выбрали надежду, единство, порядочность, науку и, да, правду. Напомним Харрисам про правду, если она забудет за 4 года. Обязательно будем напоминать в случае необходимости. Так, дальше тоже небольшой ролик просто про эту женщину Камалу Харрис, о которой очень много говорили, что вот Байден может умереть на своем посту, и Камала Харрис возглавит этот пост, это будет очень хорошо. Говорили одни, что другие говорили, что эта женщина какая-то там очень нехорошая, и чаще всего это мы слышали от русских средств массовой пропаганды. Давайте узнаем, кто такая женщина Камила Харрис. Кто она? Женщины прекрасно квалифицированы для должности главнокомандующего Соединенных Штатов Америки, говорит. Она сама была кандидатом в президенты. Влиятельные люди вроде Дональда Трампа избегают любой ответственности, говорит Камала. 11 августа 2020 года Джо Байден выбрал ее кандидатом в вице-президенты. Камала Харрис – дочь мигрантов из Индии и Ямайки. Она говорит, что ее воспитали гордой темнокожей женщиной. Также для нее важны индийские корни. Меня называют вас сенатором. Ни в коем случае. Ну, это, видимо, она с индианкой говорит. Просто как индианка, да, точно. Главное, не называйте меня тетушкой. Камала была генпрокурором Калифорнии. Так. Она мастер неудобных вопросов.
Я спрошу последний раз, говорит она. Вы попросите Белый дом разрешить ФБР расследовать обвинения? Брит Каванна, она задает вопрос, которые выдвинули против вас. В свое время она спорила с Джо Байденом по расовым вопросам. Who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. Да, надо здесь напомнить, что еще при жизни Камалы Харрис, это было совсем недавно, была селекция такая в Америке, и в автобусы нельзя было заходить людям с другим цветом кожи. Также нельзя было учиться в университетах и даже в школах, в некоторых, где люди с другим цветом, не белым цветом кожи могли учиться. Это был самый настоящий расизм, который Америка не только избавилась и оттолкнула от себя, она избрала, во-первых, себе президентом чернокожим, наполовину, да, если так можно сказать, наполовину чернокожим, ну, грубо говоря, не с белым цветом кожи. И теперь второй человек в Америке, вице-президент, женщина и к тому же чернокожая. Так что те разные упреки, которые говорят, вспоминая там индейцев и еще что-то, да, это все было, это в истории Америки было. И вице-президент Америки, когда баллотировалась президенты, другому кандидату в президенты, который уже избран президентом, Джо Байдену, говорила и напоминала об этом, что приходилось ей, маленькой девочкой, ездить в автобусе для людей с другим цветом кожи, ну не для белокожих. Что, конечно же, это очень позорное явление, которое было и от которого Америка, я надеюсь, избавиться окончательно. Конечно, это зависит от людей, это много прикладывается усилий для этого, но всегда они есть, были расисты, нацисты, фашисты и будут, да. Но Россия в этом плане никуда не продвинулась, она наоборот вернулась вот в это свое любимое состояние расизма и фашизма. Так, ну ее противоречивые высказывания о законе и порядке. Она баллотировалась в президенты, но провалилась. Стали помехой для ее собственной президентской кампании. Я не идеальна, говорит. Бог знает, я не идеальна. Мы все не идеальны. Камила. После истечения срока Джо Байден, Камила Харрис главный претендент на президентство. Так, вот это было очень важно для меня лично, например. Это осталось у меня на канале. И чтобы я, который также сохраняет все наши вот эти свои видео, чтобы у меня это было и в моем архиве. Для того, чтобы мы могли, конечно, это останется на канале BBC тоже, но при всем при этом нужно как бы и оставить это и для себя. Это очень важно. Я очень надеюсь, что за эти 4 года, пока Джо Байден будет президентом, вопрос России будет решен. Я очень надеюсь, что он будет решен намного раньше, чем Джо Байден закончит этот 4-летний с Камилой Харрис свой 4-летний срок. Но на все воля Всевышнего, даже если это произойдет через 40 лет, для нас это не имеет ни малейшего значения. Хотелось бы быстрее, конечно, но для уверенности нас в том, что мы движемся в правильном направлении, это никак не повлияет. Да, Алмула. Так, давайте посмотрим, что вы пишете, и потом можно будет переходить к белорусским протестам и убийствам белорусского активиста. Живе Беларусь, говорит, сильным духом. Так, справедливая ночь. Асна, вы знаете, что Байден руководил разгромом ЧВК в 2018 году? Байден лично отдал приказ об уничтожении террористической группировки ЧВК.
Нет, я не знаю, о каких ЧВК ты говоришь, «Справедливой ночи», о вот так называемых вагнеровцах, да, ты о русских ЧВК говоришь, потому что у многих стран есть ЧВК, в том числе частные военные компании есть и у американцев, если я не ошибаюсь. Так. Ну, конечно, они действуют по-другому там и так далее. Это не те русские ЧВК, но они такие же есть у многих стран. Так, Вилпесен Культа. Ассаламу алейкум. Не думайте, что я пропускаю эфир Аслана. Я тут. Ва алейкум салам, Вилпес Машвовель. Так, давайте я тогда перемотаю, друзья. На западе Беларуси и на севере Польши, да, есть балтийская кровь. Из-за смоленском славян нет и не было. В Сирии и на Донбассе, говорит. Около 600 ЧВК. А ты, «Справедливой ночи», ты говоришь про то, что уничтожили в Сирии вот этих террористов. Я не знал этого, я не знал. Там был американский министр обороны по кличке Бешеный Пес. Его Трамп уволил недавно. Вот он, да, о нем было слышно, что это он их разгромил. Ну, там те сами напросились, особо церемониться с ними не было смысла. Так, ну да, тогда статью про Байдена. Я сегодня читал статью про Байдена. Говорит, отлично, ну все тогда. Поэтому Путин и не поздравляет. Вы знаете, что Путин до сих пор не поздравил Байдена. Даже Дональд Трамп уже сказал, что завуалированно сказал, что победил из-за фальсификаций. Ну, типа, как бы, если он уходит, ну, признает, что победили, но он все равно знает, что это была фальсификация. Фальсификацию нужно будет доказать, да, и надо будет, может, там, тягаться уже с этими судебными разными, по судебным инстанциям, короче говоря, придется всем ходить, но это уже не имеет значения. Джо Байден является президентом, и я думаю, будет все отлично. И Путин не поздравил, бедолага. Не поздравил. Ну, посмотрим, что будет. Поздравит или нет. Посмотрим. Так. Братья, салам алейкум из Крыма, говорит Айдер Каламры. Ва алейкум ассалам, брат Кремлы. Айдер, приветствую тебя. Ва алейкум салам. Белорусский не знаю, как это читается, это мнение науки, а не нацика. Там славянскими племенами не пахло. Меня Мещера и так далее не славянские племена. Меня Мещера. Так. Как найти русский не виноватый? То, ну да, это же им приказали стрелять, резать и так далее. Путин пока болен, поэтому не поздравил. Да. Путин, по-моему, с самого рождения болен. К большому сожалению, родился больным. Справедливой ночи. В Кремле паника, уже готовит отходную молитву про турецкий поток в лице Скобеева и Соловьева. Всем витания из Украины, говорит Серж. Витания, Серж. Ассаламу алейкум, всем салам, маршал Немо, алейкум салам, Немо Машуовель. Русский своеобразный народ, говорит секрет Трумптер. Да, все народы своеобразны. В этом, конечно же, ты прав. Так. Я вам хотел рассказать одну историю. Сейчас, одну минутку. Хотел рассказать про сегодняшнее положение в Беларуси. Несколько дней назад, неделю уже, 10 дней, по-моему, назад, 12, 4 дня назад, был убит Бондаренко Роман. Молодой человек, который вышел во двор и попытался защитить флаг белорусский, который бело-красно-белый, который вот на заставке у этого видео, нашего видео, видите. И это были полицейские, которые пытались убрать там
этот флаг, его избили, забрали, и после этого он скончался. Был, грубо говоря, забит полицейскими до смерти. Сейчас я вам покажу это видео. Это молодой человек 89-го года рождения. Давайте просто посмотрим это видео, и все станет ясно. Это очень важно тоже запечатлеть, потому что белорусский режим уже не первого человека убивает. Это не считая тех убийств, которые совершены сейчас, во время вот этих волнений. Лукашенский режим — это преступный режим, это бандитский режим. Беларусь себе избрала нового президента. Она живет здесь, в Европе, она не может вернуться. Ее муж находится в тюрьме в Беларуси, в заложниках. Ну, как и положено у КГБшных фашистов, брать родственников в заложники. Ну, давайте не об этом. Поговорим сейчас о Романе Бондаренко. Тысячи белорусов вышли на акции солидарности. В память о погибшем Романе Бондаренко. Я выхожу последние слова 31-летнего белоруса. В дворовом чате площади Перемены в Минске. Вот сюда во двор он вышел и был отсюда забран и убит. После этого вот 12 ноября вышли люди, и именно в этот двор и начали проводить акцию протеста. Вы, если вы слышите, они кричат «Трибунал!». Да. Всем КГБшникам, начиная от Лукашенко, заканчивая Путиным, всех ждет трибунал. Другого выбора нет. 11 ноября Роман Бондаренко вышел в свой двор узнать. Да, 11 я неправильно сказал, не 12, а 11 он был убит. Почему неизвестные снимают бело-красные ленты и закрасили созданный жителями мурал? Романа избили люди в штатском. Вот увидите, его избивают. Люди, выходите! Люди, выходите! Если бы на один день раньше, ну, конечно же, не все знают, не все понимают, что происходит. И в одном доме, может быть, не все живут люди, поддерживающие вот эти, активно эти акции. Если бы они вышли бы, то Романа Бондаренко не забрали бы и потом не убили бы. И в этом, конечно, большая проблема, то, что люди не объединяются, и каждый думает, что не нужно этого делать, подождать, что он со сторонки постоит и обойдется. Не обойдется. Не обойдется. У Беларуси есть свой президент, у Беларуси есть посольство белорусское, оппозиционное, да, настоящее оппозиционное, это те, кто сейчас узурпировали власть в Беларуси. И, конечно же, белорусы должны выстоять. И мы, чеченцы, я в своем лице готов всячески помогать. Всячески помогать и делать все возможное, чтобы честные, справедливые выборы, прошедшие, президент вступила в свою законную должность. И Беларусь пошла по правовому, демократическому пути развития. Внимание. Все, снимайте! Вот 3 человека, 4 человек спортивного вида, а вот 5-й идет, или это кто-то пытается вмешаться. 4 человека втроем забрали, один прикрывает, обнаружили травму черепа и кровоизлияние в мозг. Роман Бондаренко умер 12-го, вечером 12 ноября. Рома никого не провоцировал. Это я знаю точно со слов свидетелей, и притом не одних. Все, что с ним произошло, это произошло уже после площади Перемен, это я знаю. Вот. Роман Бондаренко, художник.
Срочную службу проходил в спецназе. Я не представляю, какой ужас чувствует мать, которой приходится хоронить собственного ребенка. Но я хочу обратиться к матери Романа Бондаренко. Светлана Тихановская – это избранная президент Беларуси, которая не может попасть к себе в страну. И пока узурпатор, пособник Путина, убийца Лукашенко, бывший президент Беларуси, находится у власти. Обратиться к матери Романа Бондаренко. Примите мои глубочайшие соболезнования. Ваш сын стал невинной жертвой страшной системы. Но для каждого из нас он навсегда будет героем этой страны. Искренне. И вот, смотрите, Александр Лукашенко – это непосредственный человек, который узурпировал власть. И вот, смотрите, он сейчас выражает искренние соболезнования, вот так машет головой. Обратите внимание, он не выражает их искренне, то есть… Соболезную родителям. Соболезную. Когда человек уходит из жизни, это плохо. Тем более молодой человек. Вчера я поручил председателю Следственного комитета, предупредил его, что это будет раскручиваться проблема, поэтому надо расследовать. Ну, все же милицию начали обвинять в очередной раз. Я позвонил генеральному прокурору и сказал: возьмите под серьезнейший контроль. 13 ноября по всей стране прошла минута молчания. К акции присоединились врачи, студенты, рабочие заводов, футболисты. Днем в городах Беларуси появилась спецтехника и силовики. Я очень надеюсь на то, что справедливость восторжествует. И те, кто действительно с ним это сотворил, они понесут наказание по настоящему закону. – 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома между агрессивно настроенными местными жителями и вешающими ленты и лицами их снимающими сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесным повреждением и признаками алкогольного опьянения. Это Следственный комитет Беларуси сообщил 13-го, после гибели уже Романа, сообщил. И вот, ну, сразу же понятно, что человек был пьян, где-то, может, головой ударился, или где-то у него была там потасовка с неизвестными лицами, и он погиб. То есть алкогольного опьянения. И то есть Следственный комитет Беларуси заявил, что они не знают, кто его тогда забирал, да, что это были не полицейские, что это не были какие-нибудь там КГБшники, их, короче говоря, неизвестные лица. Далее. В сети появился медицинский документ. В медицинском документе четко указано, что этанол в крови 0% от 12 ноября 2020 года. То есть абсолютно трезв был Роман Бондаренко. Если же Следственный комитет Беларуси не знает, кто похищал его, то для чего Следственный комитет Беларуси указывает ложную информацию, что он был на алкогольном опьянении, хотя экспертиза говорит ровно об обратном. Вот что происходит в Беларуси. Сегодня же
точнее, да, вчера это уже силовики в Минске разогнали протестующих у мемориала Роману Бондаренко. И тоже надо бы посмотреть, что происходит, чтобы понять. Но перед тем, как мы посмотрим следующий вот этот ролик вчерашний, тех событий, которые происходят в Беларуси, я сперва отвечу на ваши вопросы. Так, пойдемте дальше, пойдем дальше. Справедливая ночь. Пока мир будет знать узурпацию власти как модель правления государства в мире, не будет порядка. Совершенно верно. Маждад, ассаламу алейкум. Вот что значит лицо государства. Если сравнить Лукашенко с Тихановской, это как небо и земля. Лукашенко напоминает злого прораба-жулика. Анзорино. Белорусы, к сожалению, упустили время, слишком растянули протест, позволили лукашистам прийти в себя. Да, это тоже верно. И первое направление, даже той же президент Беларуси, избранный президент Тихановской, была реакция, что она договорится с Путиным, там нужно говорить и так далее. Нет, никто не будет договаривать. Ее, кстати говоря, против нее возбудили дело в России. И она теперь, конечно же, никто не будет с ней разговаривать. И это была большая ошибка, потому что в самом начале и украинцы, и мы, чеченцы, и грузины, и многие другие люди, которые живут, да, в Европе, в Украине, в других местах, смотрели очень с надеждой. И не было такого массовой поддержки Беларуси именно из-за того, что белорусы не могли определиться. И да, Анзор, я считаю, ты в этом прав, что они упустили время. Упустили время. Так. Справедливой ночи. Что-то из кремлевских, кадыровских ботов не видно сегодня в эфире, как в прошлом эфире. Да еще объявится. Даже если был выпивший, говорит Серж. Да, Серж, даже если он был выпивший, его, конечно, убивать нельзя ни в коем случае. Я не об этом. Я о том, что Следственный комитет прикрывает людей, которые похитили этого человека. И нагло лгут, хотя в крови алкоголь не обнаружен. И это говорит лишь о том, что Следственный комитет знает, кто эти люди. Для чего тогда прикрывает Следственный комитет этих людей, убийц Романа, если же они не знают, кто, зачем прикрывать, да? Вот об этом речь. Справедливой ночи. Аслан, Путин на весь мир заявил, что Россия изобрела вакцину от COVID-19 и заверил мир о чудодействии этой вакцины, сказав, что сам своих дочерей привил и им, так почему он все еще сидит в бункере? Справедливой ночи. Но Путин сидит не из-за того, что ковида боится. Он боится дронов. Я об этом много говорил. Они постоянно пытаются показать, что они не боятся, что их Путин не такой трус и так далее. Хотя Путин это патологический трус. Да? Патологический трус. Это самое трусливое животное, бешеный зверь, который так сильно боится, что боится вылезти из бункера, выбегает быстренько где-нибудь там, сделает фотосессию и обратно в бункер. И все это произошло после убийства Сулеймани, иранского генерала, когда после этого Майк Помпео заявил, что такая же политика будет использована против китайских и русских партнеров. После этого он сидит в бункере. По поводу вот этого ковида и то, что они изобрели эту чудодейственную вакцину, скорее всего, она у них была. Они первые заявили о ней, что она у них есть. И, возможно, она в какой-то степени есть. Хотя, даже если она есть, они могут ее употребить для себя, а другим дать какой-нибудь яд. В том числе и даже для своего населения, чтобы пенсионеров там и так далее уничтожить. Это может кажется невероятные вещи, что я говорю. Но это по факту, это они делают абсолютно
без каких-либо этических, моральных рамок, любые вещи они делают. Поэтому допускать такое абсолютно спокойно можно. Хотя, конечно, мы пока это не утверждаем. Но вакцина у них, скорее всего, есть. Если есть эта вакцина, если они ее запустили, этот ковид они запустили, то для него должен быть и антивирус у этого вируса. И Путин обращался недавно к Макрону и просил его предоставить возможности для производства массовой вот этой вакцины. Из-за санкций у бедного Путина, террориста Путина, нет возможности массово производить вот эти вакцины. И поэтому не могут они, вот, понимаете, заработать на этом, еще плюс заработать. Поэтому, да, кстати говоря, тоже очень полезно бы увидеть, что происходит в России из-за ковида. Это небольшой ролик, давайте, раз затронули эту тему, это очень важная тема, люди умирают в России везде. Сейчас только речь идет об Архангельской области, в репортаже BBC, он буквально 5 минут, давайте посмотрим его. Это очень интересно смотреть, что там происходит и как они пытаются скрывать. Я одна, у меня просто 2 руки. Нагрузка большая, да, я так поняла? Нагрузка. Вообще надо городу объявить, чтобы скорую не вызывали. Нас нет, некому ездить. Много ковидных или вообще? Много узлов и ковидных и всяких. Медработники России обычно опасаются критиковать ход дел, но многие уже не могут скрывать недовольство. Это правда, везде критика, она наказывается. В России пытаются молчать до последнего. Треть больных у врачей уже заражены. Каждый вызов может быть ковидным. У вас много сейчас вызовов, да? Вообще много. Вообще много, говорит, ковид вызовов. На станцию. Да, приедешь, быстро перекусил, поехал снова. Смотрите, что происходит в больницах. Это одна только из больниц. Ночевать в коридорах даже на скамейках. 100%. Значит, мне... И вы одна. Я одна, у меня просто 2 руки. Я бы... Люди уже сами организовываются. Другого выбора нет. Русские должны понять, вы сами должны организоваться. Вам никто не поможет. Ни русские, ни кто-либо, кто проживает в России, имеется в виду. Никто вам не поможет. Вы сами должны спасать себя, своих стариков. 1000 километров от Москвы. Вот декабрь, вот они пошли. Вот, Так это за какой год-то? Непрерывный стаж. Оно, хочешь не хочешь, а все равно приходится с ними общаться, потому что я в отделении работаю. У нас вот сейчас, вот я говорю, 3 вот перевели с подтвержденным, да, 2 перевели с пневмонией. Они заплатили за 2 недели, что я отработала, а потом то, что я 2 недели просидела дома, они сказали, вы за свой счет сидели. А что вы хотите? Мы вот заявление написали, все работники, которые работали в отделении, да, во время карантина, написали, каждая написала, что оплатите 2 недели за то, что мы сидели дома, да. А они сказали, вам не положено. А сейчас стало до того тяжело работать, что я даже не успеваю восстанавливаться. Если я, например, прихожу с ночной, я не, спать заваливаюсь, день уже потерян. Встаешь, вот такая голова, все равно чумной встаешь, уставший, ничего не отдохнул. А завтра уже все, еще один выходной, и уже опять на работу. И опять нагрузка идет такая. И диспетчер не отказывает, едем обслуживаем. Радиус большой. 3 машины.
и не справляемся. У нас у самих Ну да. волосы дыбом. Потому что куда мы катимся, я не знаю. Само руководство с раскачечкой работает. Вот что летом-то все эти койки не организовать? Мы ездили в Москву, вот, посылали, как говорится, в приемную Путина. Ну и Гонца. что? Да, и что они там как-то повлияли? Никто за нас заступаться не будет. Никто. Пока мы сами за себя не будем заступаться. Все вот водители не получали вообще. У нас получается, мы повезли больного, мы должны еще и машину обработать после ковидного. Как все это началось, пандемия, ни разу нас не обследовали. Вы задавали вопросы, а почему вы это самое? Мы такие же люди, как бы работаем все в одной бригаде. Ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно, говорит Дмитрий Песков. Тот самый Дмитрий Песков, который стал пресс-секретарем Владимира Путина после того, как они сожгли детей в школе в Беслане из огнеметов и расстреляли из танков. И после этого прикрытие, которое сделал Дмитрий Песков, информационного прикрытия, и Russia Today Маргарита Симонян стали вот такими уважаемыми людьми в России. Вам для того, чтобы стать очень богатыми и успешными в России, вам надо убить как можно больше или быть соучастником, принять участие в убийстве как можно больше людей. Желательно женщин, детей, стариков. И вот чем больше вы вот проявите себя в таком смысле, тем больше вас Путин поднимет. И вот все люди, которые вокруг Путина находятся, вот этот же Песков и другие вот эти информационные террористы, они такие же преступники, как Путин и его банда. В связи с ростом заболеваемости в Архангельской области проводится мероприятие по увеличению коечного фонда, говорит администрация Архангельской области. Несмотря на риск, жизнь в Котласе идет своим чередом, без локдауна. Людям старшего возраста рекомендуют оставаться дома. Не дай бог заболею. Вот так думаю, капуста испортится, надо продавать, она испортится. Портится, надо продавать. Она испортится. С огорода? С огорода. Бедные люди. Бедные люди. Бедные люди, которым приходится выживать. И одновременно... Давайте сейчас почитаю, тут мне пишут. Юрий говорит, Юрий, пане Асан, спасибо вам, спасибо чеченскому народу за поддержку Украины и Беларуси. Слава нашему общему вольному духу. Москва не понимает, что мы никогда не были крепостными и не будем. Да, пане Юрий, спасибо большое. Да, мы с вами одного вольного духа, как и все нормальные люди на этой планете. И, конечно же, мы должны быть вместе, и только вместе мы сможем одолеть вот эту гидру. Она намного слабее, чем она пытается казаться. Главное, чтобы мы были честными и принципиальными в нашей борьбе за права людей, за свободу людей. Не обязательно она должна быть с оружием в руках, не обязательно она должна быть кровавой и какой-нибудь такой, но преступники, конечно же, одиозные преступники, главари преступников должны понести наказание, бесспорно, в соответствии с законом, по решению суда, обязательно. Так, перемотаю. Так, им надо нормально бастовать, бить, как это делают в Киргизии, не ходить, как терпилы с гитарами, даже железон бастуют лучше их. Но конечно же, нужно принимать более какие-то серьезные меры, но с другой стороны, есть ситуация, которая может пролиться очень много крови.
И есть разные способы, и мирные способы, они тоже эффективны. Да, они сложнее, это не как там взял город, все, он твой. Вооруженные зашли, захватили. Но есть другие методы. Да, есть ошибки. Да, нужно где-то посильнее делать. Потому что люди выдыхаются. Если уводятся люди, и они сразу не принципиальных, которых готовы вот стоять, это не так уж и много. И в основном люди готовы выйти, вот порыв у них есть, они готовы, вот бесконечно ждать люди не могут. Поэтому и Запад должен больше помогать, и может быть где-то должна применяться какая-нибудь, ведь у них уже есть, у белорусов президент, она может сформировать свой военный блок или силовой блок, и, например, арестовать того же Лукашенко или же доставить его в Гаагу, захватив его, было бы тоже очень правильно. Но это нужно делать, конечно, очень грамотно и юридически точно, чтобы в соответствии с международным правом, чтобы Запад, Америка, европейские институты все поддерживали, согласовывали. Тогда этот механизм будет работать вместе с белорусами. И тогда есть все шансы победить. Метод Киргизии тоже, конечно, действенный. Но это, знаете, когда, если бы ту сторону Киргизии поддерживали бы так сильно, как Путин поддерживает Лукашенко, то, я думаю, киргизов утопили бы в крови, как это было в Сирии, когда Башар Асад, который готов был идти до конца, и которого потом Путин поддерживал, просто Путин и Иран просто утопил в крови все демократическое движение и устроил там просто бардак. Михаил Бондаренко. К сожалению, лидеры протеста повели народ по пути ненасильственного сопротивления. И этим диктатором режим не победить. Да, спорные моменты. Да, каждый имеет право на свое мнение, конечно же. Это еще раз напоминает Чинхо. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных. Соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки, подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду. Так. Давайте я перемотаю, друзья. Здесь много вы написали. Аслан, скажи, как во время интернета можно так задурить людям голову, что типа меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Так получается? Лунный свет, да, в какой-то степени так получается. Люди пребывают, знаете, многим людям просто нет дела, пока их это не коснется. Вот когда их коснется, и я, например, могу вам сказать, и украинцы, и грузины, и сейчас белорусы, всем, мы точно так же бились по отношению к вам, когда происходило с нами это. И, наверное, к нам тоже, бились так, не помню кто, правда, но мы бились ко всем, и многие не понимали, пока их не коснется. Поэтому дайте у белорусам время, они разберутся. И должен сформироваться такой костяк, который будет вести у белорусов, уже он сформировался, он уже есть, легитимная власть у них есть. И да и все будет у них в Беларуси. Так, Осколе, помним, что они сотворили Самашки, Бамути, Хайбахи. Да, это Россия сделала такое, да. Чинхо. Любой баран считает пастуха гением, а собаку защитником стада. Хотя хозяин и собака съедают больше овец, чем волки. Да. Дело в том, говорит Маждада, дело в том, что Путина задавили санкции. Он не может, как раньше, убухивать миллиарды в соседние страны и поддерживать своих защитников. Яркий пример: Карабах, Молдова, Киргизия, Боже, храни Америку. Говорит. Согласен. Эд Мамеда, салам ассалам, как ты думаешь, киргизский пример можно оценивать удачным? Мы же видим, что происходит в Беларуси, да и в Украине. Я, если честно, Эд, салам, приветствую тебя. Я, если честно, не знаю, как там ситуация с киргизским этим протестом. Я видел, так, не вникал особо. Но если они сменили власть и проведут честные выборы, то я думаю, можно считать удачным. Почему нет? Украина, да, Украина
тоже добилась, да, я не думаю, что у Украины все плохо, наоборот, сейчас украинцы как воевать восстали, да, враг видимый, враг с ним легко, вот невидимым врагом трудно, да, пятая колонна, агентура, вот это все очень, в этом русские мастера умеют, любят, практикуют, поэтому в этом сейчас пока очень много проблем. Я думаю, после Зеленского, если нормальный патриот, украинец президентом станет, Зеленский, я уже думаю, не потянул эту ношу, не рубит, как положено, и Донбасс нужно возвращать, и Крым нужно возвращать. Ну, посмотрим. Украинцам тоже еще много что стоит пройти. Но я думаю, если украинцы будут поддерживать белорусов, белорусы будут поддерживать украинцев, мы все вместе будем друг друга поддерживать, они всех, нас, ичкерийцев, мы их всех, и мы очень можем много полезного принести, в том числе и нашей стойкостью в этом деле, насколько мы принципиально отстаивание наших прав и за деоккупацию земель русскими фашистами, русскими империалистами. На Вильпесенкульта очень приятно смотреть на то, как Восточная Европа движется в сторону Европы, а не Рашки, говорит. Да, кстати, Вильпесенкульта, и вот эта вся ситуация, которая происходит, те события, которые происходят, дополняют еще одним событием, что новым президентом Молдовы стала Майя Санду. И тоже можно поздравить народ Молдовы с новым президентом, честным, на честных выборах выиграла Майю. И это очень хорошо. И самое главное, путинский ставленник Дадон, или еще как-то его там зовут, вот этот человек проиграл выборы. И я надеюсь, в Беларуси будет, в Молдове будет все отлично. Давайте посмотрим немного. Это тоже очень хорошая новость. Во втором туре набрала 58 голосов она. Ее команда готовит бессонные ночи. На победу Санду стало очевидно вскоре после закрытия участка. В этой кампании мы боролись за улучшение жизни каждого из вас, за компетентные государственные органы, за повышение уровня жизни, за рост экономики, пенсий и зарплат. И эти улучшения должны почувствовать в своей жизни все, включая всех, кто голосовал за моего оппонента. Мы знаем уже, что... Ну, это интервью не уберут, это не будем это смотреть. Будем надеяться, что Майя Санду будет принципиальное отстаивание. Есть проблема в Молдове, территориальная проблема в Приднестровье с землей, которая оккупирована русскими империалистами. Это сложная проблема, такая же долгая, как проблема с Нагорным Карабахом. И будем надеяться, что у них все будет отлично. Так, сейчас одну минуточку. И хотелось бы вернуться к ситуации с разгоном митинга в Минске. Давайте сейчас посмотрим вот этот момент. Это тоже очень важно для того, чтобы сохранить в истории. Прошла акция памяти убитого Романа Бондаренко. И вот в это время слезоточивым газом и шумовыми гранатами разгоняли митингующих, вышедших почтить просто память убитого белоруса. Полиции было больше, чем митингующих, конечно же. Я ухожу. Как прошла акция протеста в Беларуси? Это последние слова, которые сказал Роман Бондаренко, в интернете написал и вышел. После этого он был убит лукашенскими мерзавцами и бандитами. Я выхожу!
Вот техника стягивается в Беларусь, в центр Минска, БРДМ, вы видите. Задержания начались на подходах Пушкинска. Люди в черных масках распылились из-за чивый газ. Сбили кого-то. Сбили человека. Судя по кадрам, сбитого человека забрали в микроавтобус. Вот просто так избивают, подбегают. Он без сознания! Он без сознания! Женщин бьют! Женщины кричат, конечно. Силовики применили светошумовые гранаты, чтобы разогнать колонну и собравшихся у метро. Люди в штатском преследовали убегающих во дворах. Жители укрывали протестующих в подъездах. Несмотря на действия силовиков, многие дошли до мемориала на площади Перемен. Силовики стали применять спецсредства. Многие люди остались защищать мемориал. Силовики окружили площадь. Под давлением толпы силовиков отступили с позиции, но вскоре вернулись с подкреплением. Начались массовые задержания. Людей подводят к автозакам. Площади мемориал памяти Бондаренко были зачищены. Вот так выглядел мемориал после зачистки. Я выхожу. Акции протест прошли в десятки городов Беларуси. Силовики блокировали улицы. Трибунал. Сволочи! Придурки! Уже одного убили! Уже ж убили одного! Да, это только что вам показывал. Я вам показывал в другом видео. Так что вот такая вот ситуация сейчас происходит в Беларуси. И будем внимательно следить за этим. И еще раз напоминаю, что мы все должны, люди свободного духа, поддерживать друг друга и, конечно же, поддерживать белорусов. От себя лично готов во всем поддерживать. Если что, белорусы, пишите, выходите на связь. Будем вместе прилагать все усилия для того, чтобы наши страны вздохнули свободно от этих диктаторов. Так. Давайте почитаю ваши вопросы, и тогда мы перейдем к нашей, как говорится, основной и главной теме.
Поэтому... Так, Хамзат говорит, Аслан, слаще эфира, чем рязанский сахарок, не существует. Да, Хамзат Гилаев, как раз мы сейчас будем переходить к нашей любимой теме про рязанский сахарок. Украина и Чечня вместе, говорит Эд Фесенко. Приветствую, Эд. Так, Файтер Израиль. В Украине протестующие отбивали у мусоров каждого. Белорусы кричат «один народ». Ну, да. Конечно же, украинцы вели себя чуть-чуть по-другому. Ну, скажем так, не чуть-чуть. Но при всем при этом, этот метод тоже действенен. Каждый методы разные есть. И мы должны просто поддерживать. Главное, что этих людей очень много. Нас всех очень много. И мы должны поддерживать так, как они ведут свою стратегию борьбы. У них есть президент, их поддерживают здесь, в Европе. Это очень хорошо. Мы должны придерживаться, их поддерживать в этом, а не критиковать. Хотя, конечно же, конструктивная критика, она всегда уместна и должна присутствовать. Так, слава Украине, слава Ичкерии, живи Беларусь, говорит Александр Ковальчук. Героям слава, Александр. Так, как ты относишься к Турции? Томагавк. Я нормально отношусь к Турции. Эд Фисенко. За побитых студентов в Майдане вышли миллион киевлян. Это всем известный факт, конечно. Руслан Зангиев. Что с судом над российским террористом в Берлине, который убил Зелимхана Хангашвили? Руслан, завтра и послезавтра будет еще 2 судебных заседания. Кстати говоря, кто хочет, кто находится в Берлине, может подъехать с 9 часов. В федеральном суде будет 2 дня заседания. Прошу всех, кто имеет желание, кто в Берлине, приходите. Не обязательно это должны быть чеченцы. Я вот призываю всех и ингушей, и русских, и белорусов, и украинцев. Всех приходите завтра с 9 часов. Будет завтра и послезавтра. Вторник и среду. Каждый вторник и в среду проходит судебные заседания по делу убийства Зелимхана Хангашвили. Так. Работа не волк, только коктейли Молотова помогут белорусам. Какие прогнозы по поводу суда, говорит Эд Фисенко? Ну, прогнозы, что сказать, нет сомнения у меня лично, что подсудимый получит реальный срок, будет признан виновным, в первую очередь получит срок. Я очень надеюсь, что это будет пожизненный срок заключения. Здесь своеобразная вот эта система пожизненного срока. Будем надеяться, что будет... Ну, вообще, это очень интересно, конечно, было наблюдать, когда я был на суде. Суд здесь, в Германии, ведет себя очень профессионально. Судья там встает, например, на карте нужно было свидетелю показать место, где находился он, где находился убийца, обвиняемый, где находился Зелимхан Хангашвили в момент совершения преступления. И у свидетеля была указка лазерная, и вот он издалека указывает вот этой указкой. И судья встает, подходит, и видно, как он принимает участие. Ну, не просто сидит, скучает, как на каких-нибудь российских судах иногда засыпает судья. Сидит, ну, очень живо, активно, профессионально действуют, да, все. Очень интересно наблюдать. Вы, кстати, можете, любой, кто завтра сможет туда прийти, зайти, и как в качестве публики, в качестве зрителя посмотреть, принять участие в этом суде. Советую всем. Так, только ленинскими методами можно сломать эту систему. Клин клином, говорит Серж. Серж, я с вами согласен. Чинхон, добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных. Соблюдайте принципы нашего сообщества. И ставьте лайки. Подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду.
Так, Заза Мчедешвили. Камаджоба всем. Кагимар Джос. Заза, приветствую тебя. Так, и давайте перейдем к нашей постоянной теме, которую мы должны обсудить. Извиняюсь. Сегодня я бы хотел рассказать, сейчас надо будет потом это видео тоже вырезать, чтобы отдельно про взрывы домов они оказались. Много материалов появляется, много удаляется материалов, и мы должны будем это все как бы сохранить и напоминать. По-моему, я немного простудился. Так, смотрите, сегодня я бы хотел бы рассказать про взрыв дома в Волгодонске. Каждый год по заказу местных вот этих своих пропагандистов из Кремля, местные пропагандисты, как федеральные, так называемые федеральные, и так местные, выпускают разные фильмы. Тот же, например, про Беслан тоже снимают разные, да, тот же Дудь, если вы помните, да, очень известный, раскрученный. Чувак Ходорковского, как говорят, да, или там около него. Тоже лживые, вот, да, много-много правды, конечно, и огромное количество лжи. Все хотят свалить на нас, но я бы вам показал кукиш, просто меня смотрят взрослые и женщины, поэтому я не буду его показывать, что вы на нас это не взвалите. Ни Беслан, ни взрывы домов 99-го года. На нас вы не взвалите эту ответственность, потому что мы к этому не причастны. И поэтому ни в коем случае у вас не удастся на нас это взвалить. И мы будем делать так, чтобы всегда разоблачать вашу ложь. И вот они постоянно выпускают разные ролики, фильмы. Да, где-то чуть-чуть правды скажут, где-то больше правды, где-то меньше. Но всегда где-то есть не до конца правда. И мы в моем лице, канал Реалити и чеченцы, будем вам рассказывать настоящую правду, настоящую реальность в мире лжи и пропаганды. Без прикрас, без пропаганды и без вот этого навета, русского лживого навета. Мы будем вам показывать. А судить вам, конечно. Конечно, судить нашим зрителям. Я вам покажу ролик про взрыв 99-го года в Волгодонске. Снятый блокнот Волгодонск. 256 подписчиков у них всего. В 19 году, 16 сентября, они выпустили вот этот ролик. Как раз к очередной годовщине, да, к 20-летию. Заметьте, к 20-летию. И я вам покажу, это пропагандистский ролик, здесь боятся вещи называть своими именами, и они просто хотят, чтобы их признали потерпевшими от теракта, на минутку. Волгодонский теракт не признан терактом. Люди, потерпевшие в этом теракте, не признаны потерпевшими от террористического акта. И за это им не выплачивались там разные компенсации. И эти люди пытаются добиться компенсации. Добиваясь от этих жалких денег, которые им заплатят, да, это бедные нищие люди, которые проживают как в Волгодонске, так и по большей части в России. Но при всем при этом эти люди отказываются говорить правду. Отказываются говорить правду. Даже в этом ролике я вам покажу, как они пытаются не заметить, ну, очевидный факт. Причем они его сами приводят. И все равно они ссылаются там на каких-то там исламских террористов. Хотя тут же в этом ролике они приводят слова Жирика, где он говорит, что за 3 дня до взрыва в Волгодонске, напоминает Селезневу, председателю Государственной Думы, Селезневу о взрыве дома в Волгодонске, который произойдет только через 3 дня. Селезнев на выступлении, на пленарном, на каком-то своем заседании заявил, что произошел взрыв в Волгодонске. Через 3 дня только произошел взрыв в Волгодонске. И ему об этом Жириновский напоминает. В этом ролике об этом они говорят,
но потом почему-то привязывают опять к исламским террористам, которые реально задержаны и дали против себя показания. И по всей видимости они были в этом замешаны. И у меня есть информация, что да, эти люди имели какое-то отношение, но они пытались, их использовали. Это такие же люди, как недавнешнее убийство французского учителя и мальчика, 18-летнего молодого человека, задействованного в этом деле, которого просто использовали. Я считаю, что этих карачаевцев использовали чуть ранее, на 21 год раньше, чем они использовали. До рождения даже вот этого Анзорова, Магомеда Анзорова, Абдаллаха Анзорова, который совершил убийство французского учителя Самуэля Пати. Так, давайте начнем с выступления Жириновского. Опять же, я напоминаю, наверное, нужно сделать это вот так, чтобы мне вот этот блокнот, канал Блокнот, не прислал страйк, что я у него вот снимаю видео. И поэтому я вам буду показывать вот в таком экране, если вы не возражаете. Так, поехали. Каким-то мистическим знамением информация о взрыве в Волгодонске начала гулять по стране за несколько дней до теракта. 13 сентября, за 3 дня до теракта в Волгодонске, спикер Госдумы Геннадий Селезнев на заседании Совета Госдумы заявил: по сообщению из Ростова-на-Дону, сегодня ночью взорван жилой дом в Волгодонске. 17 сентября, уже после теракта, Владимир Жириновский напомнил Селезневу его слова. Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. И в это время мы с вами занимаемся всем другими делами. Давайте этим займемся. Это подшивка вечернего Волгодонска. Выпуск был сдан в печать в среду до теракта, а тираж вышел утром в четверг, 16 сентября. Но информация о взрыве там была. В воскресенье, 12 сентября, на предпринимателя Евгения Кудрявцева было совершено покушение. Так, это все вот версии, они рассказывают. Смотрите, дальше переходим к следующему. На сам взрыв мы переходим, чтобы не слушать их пропаганду, потому что здесь много очень лжи. Переходим к самому взрыву. Кадры могут шокировать, поэтому прошу переключить слабонервным. К дому в Волгодонске был подогнан грузовик со взрывчаткой, и этот грузовик был взорван. Террористы же, которые арестованы и получили пожизненные сроки, Декушев был такой один, они заявили, что они не собирались взрывать жилой дом, а должны были взорвать или дамбу, или же мост, для того, чтобы там показать, что они могут взорвать дамбу. Дамбу, наверное, этим грузовиком взорвать было бы сложно, но мост как-то точно они могли бы взорвать. И это делалось для того, чтобы атомная электростанция, которая находится недалеко от Волгодонска, показать Западу, это моя точка зрения, и я думаю, она верна, показать Западу, что есть угроза для взрыва вот этими исламистами. При всем при этом, они же потом показывают, что Жириновский знал. Тогда вопрос, каким боком Жириновский связан с этими Декушевыми и исламистами. Вернее, не Жириновский, Жириновский задал этот вопрос, Селезнев. Как поступает информация? Это говорит только лишь о том, что террористы были связаны с властью. Умышленно, знали они или нет, что их используют в темную, или на самом деле они это совершали, зная, что они работают на власть. Ну, как мы видим, получив пожизненные сроки, они сидят. Если они сидят, тут видно, что сидят, в принципе, да. Здесь может все что угодно русские выкидывать, изображать сидельцев и так далее, ну, по всей видимости, эти люди сидят, то их использовали в темную. Это, конечно, их не освобождает от ответственности, но дом они взрывать не собирались. Они заявляют, что собирались взрывать
мост. Хотя до этого 2 взрыва в Москве произошло. Вот, взрыв в Волгодонске был последний из взрывов. И до этого взрыв в Буйнакске, в Дагестане. Я думаю, могли понимать, что их взрывчатка, груженная машина полностью взрывчаткой, могла быть использована, скорее всего, против жилого дома. Ну, на их совести оставим. Они уже сидят пожизненно. Вот место взрыва. Как вы видите, вот вы можете наблюдать, что МЧС, спасателей не так уж много, да? Точнее, я вижу тут парочку только человек, остальные вот это вся это огромное скопление людей, это люди гражданские, соседи спасают. Никакой эвакуации, спасения нет, просто... Воронка от чудовищного взрыва глубиной 5, диаметром 15 метров. Рассказывают, отцы города на месте взрыва были потрясены, потеряв способность к связным действиям. Говорят, кто-то прибыл даже в подштаниках. Ситуацию в первые жуткие минуты взял под контроль уже на тот момент бывший начальник УВД Николай Иванович Харитонов. Прибыв на место, одетый с иголочки, он начал отдавать четкие команды, и все психологически стали ему подчиняться. В таких ситуациях и проявляется настоящий, а не номинальный лидер. Я не буду сейчас называть фамилии руководителя. К Николаю, как его там, который уже сейчас умер, говорят. Но если же эвакуация очень хорошо, очень заслуживает уважения, конечно, если человек спасал людей и не растерялся в опасной экстренной ситуации. Но при всем при этом нужно понимать, что нужно было расследовать и заявлять о том, заявить открыто, кто совершил это преступление. И откуда у Селезнева была информация такая. И до этого произошли еще взрывы в Москве. Потом в Рязани еще взрывы, 2 в Москве, 1 в Буйнакске. Потом в Рязани были задержаны ФСБшники. И вот этот герой, российский генерал, военный, или кто он, полковник, генерал, он не был замечен среди тех, кто боролся за то, чтобы привлечь. Но, хотя я не знаю, может, его убили, именно из-за этого он и умер, наверное. Не знаю, давайте посмотрим. Выходит статья, 4 ваххабитов подозреваются в причастности к взрыву в Волгодонске. Их имена известны. Чтобы в живых остался главный свидетель, благодаря показаниям которого ФСБ быстро вышла на след террористов. Аббаскули Искендеров. Террористы уговорили посторожить его картошку. Декушев Адам, Бачаев Тимур, Крим-Шамхалов Юсуф. Крим-Шамхалов и Декушев были арестованы. Остальные были ликвидированы. Надеясь, что главный свидетель будет уничтожен. Но вот случай или провидение. За несколько минут до взрыва Искендеров... Нет у меня ни малейшего сомнения, что эти люди, вот и Декушев, и Крим-Шамхалов, и другие люди пытались втянуть в эту свою группу чеченцев. Слава Богу, не оказалось ни одного чеченца в этом деле, чтобы вот мы могли однозначно заявить, что к нам это не имеет никакого отношения. Но, опять же, и даже если бы там оказались чеченцы или оказались карачаевцы, это не говорит о том, что это делалось ими и для чего это делалось. Не было никакого смысла так поступать. Убивать простых граждан, мирных граждан, это могут сделать только бандиты и варвары. Вышел из машины домой, чтобы умыться и перекусить, и остался жив. Спустя несколько лет террористы будут обезврежены. Кто-то уничтожен, кто-то пожизненно будет сидеть в белом лебеде. Пускай наши погибшие вам всю жизнь снятся, кто погиб у нас. На том свете, чтобы снились вам всю жизнь. Окончательное наказание Декушеву Адаму Османовичу и Крым-Шамхалову Юсуфу Ибрагимовичу по совокупности совершенных преступлений
путем частичного сложения наказаний определить в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. От взрыва серьезно пострадало 37 домов. Чудовищная ударная волна сдула панельные блоки в эпицентре, разбила в прах домашнюю утварь, отбила внутренности, проходя сквозь человеческое тело, контузила мозг. Погибло 19 человек, госпитализировано 90 пострадавших. Всего же, по официальным данным, признаны пострадавшими в результате теракта 15 280 человек, включая более 1000 детей. Я после взрыва, 2 месяца я не разговаривала вообще. То есть пыталась что-то сказать, я не слышала 2 месяца. Я в окна не видела цвет вообще, у меня было все серое. То есть вообще, вот пока вот я там 2 раза в елочке в психоневрологическом диспансере полечилась, потом 3 раза в больнице лечилась, то есть восстанавливали. Речь восстановилась через 2 месяца. Хотя заикалась очень сильно. Это так называемый Лужковский дом, построенный на средства мэра столицы для жертв теракта. Здесь живет Александр Шалимов, один из всей своей семьи, оставшийся в живых. Он жил в ближайшем от эпицентра взрыва доме на 2-м этаже. Металлические клочья разорванного грузовика вонзились ему в голову. А дальше трепанация, инвалидность на всю жизнь, неврология, бессонница. Теракт перечеркнул все. Семьи не стало. Как косой скосило. Нормальная семья. Саша Шалимов старший сын, нет, средний сын. Стоит напомнить, что реально, да, люди, которые погибли, мы вспоминаем 316 погибших, мы говорим об этих людях, но огромное количество людей стало инвалидами, получили тяжелые травмы, не только вот в Волгодонске, в других взрывах тоже. И в других террористических актах, которые проводились совместно ФСБ, ГРУ, по очереди, они уничтожали, нагнетали обстановку, уничтожали свой народ. Много людей получили психологические, очень тяжелые травмы. Это тоже не просто так проходит. И когда некоторые люди говорят, мне вот через 20 лет это снится, это не преувеличение. Я в это верю, я это знаю. Многим людям это снится, это повторяется. Я знаю это, потому что после взрыва вот этих домов, убийства своих же русских граждан русскими спецслужбами, обвинив в этом нас, русские напали на нас. Я не перестану об этом напоминать, я буду об этом говорить всегда, и я призываю всех об этом говорить, это очень важно. Это основа основ, это игла Кощея. Все после этого принятые Путиным решения, сама легитимность Путина как президента и этой банды, которая пришла тогда к власти и стали миллиардерами, мультимиллиардерами, все это легитимность теряется, и они становятся незаконными. И мы, чеченцы, которые были обвинены в этом, да, которые пережили первую русско-чеченскую войну, понесли огромные, колоссальные потери, как человеческих жизней, так и вот то, что я рассказываю, тех пострадавших, родственников, раненых, психологические травмы у чеченцев огромные, у граждан Чеченской республики, всех национальностей. И эту страну, маленькую, молодую, небольшую страну, которая пережила такой ужас первой русско-чеченской войны, геноцида, еще в первую войну, обвинили в том, что мы совершили эти террористические акты, устроили второй акт геноцида под молчаливое согласие всего мира. И всех тех людей, которые сейчас прозрели и поняли, кто такие русские, кто такие КГБшники, ФСБшники, ГРУшники, русские империалисты. И мы, как никто другой, об этом знаем. До сих пор нисколько не получили сатисфакции, ничего не реабилитированы, не признаны потерпевшими по вот этой агрессивной войне против нашего народа, не признаны над нами совершен акт геноцида. Ну, все это много я об этом говорю, буду говорить. Вы это все многие знаете, кто смотрит наш канал. И мы прекрасно понимаем этих людей и понимаем, что только справедливый, честный суд, как суд, который завтра очередное слушание будет в Берлине, проходит над Вадимом Красиковым,
террористом, убийцей чеченского народа. Вот этот исторический момент, вот такой же суд, исторический суд должен произойти над другими убийцами чеченского народа и других народов, которые пострадали от русского фашизма, русского империализма. Давайте послушаем, что говорит Декушев, если я не ошибаюсь. Ну, это Россия, конечно, тут верить можно очень слабо, но я не знаю, что это за человек, он на того Декушева он не похож. Ну, может, состарился, может, еще что-то. Я просто не верю ничему, поэтому я каждый раз подвергаю сомнению все, что они показывают и говорят. Даже если это кажется, на первый взгляд, очевидным. Давайте послушаем, что говорит вот этот человек, которого называют Декушевым. Есть атомная электростанция, там есть водохранилище. Перед водохранилищем есть мост. Ну, как бы взорвать мост, показать угрозу, что можно плотину взорвать, там, атомную электростанцию. Атомную электростанцию, вот видите, о чем речь. Я не знаю, что это за человек. Я не верю ни одному слову. Я знаю, как клепаются дела в России. И если этот человек, может, внешне он как-то похож, еще что-то, не знаю. Но он тут четко, прямо указывает на атомную электростанцию и так далее. И вот те люди, которые снимают этот фильм, вот этот блокнот «Волгодонск», про теракт, они показывают нам Жириновского, показывают вот эту трагедию и никак не связывают это с другими взрывами. Им нужно только лишь, чтобы их признали жертвами теракта и заплатили какую-то копеечку. Но это продажа принципов просто. Взорвать мост. Но взорвался жилой дом, погибли люди. Так получилось. Декушев заявляет, что он ни при чем. Все-таки я задам еще раз вопрос. Вот тех, кто погиб в результате терактов, вам их, как человеку, жалко? Ничего себе, как это не жалко? Как это можно, например, людей убивать просто так? Они говорили, да, если они здесь убивают, мы тоже имеем право их убивать. В общем, ни о чем он, конечно, не сожалеет. Мы уже 20-й год добиваемся признания статуса жертвы теракта со всеми, естественно, со всеми выплатами за причиненный вред, чтобы была социальная реабилитация, и она должна быть финансово подкреплена. Наша организация создала петицию, чтобы принять закон. И мы сейчас... Вот, в принципе, что можно сказать про те события, которые происходили тогда, как русские пытаются заниматься этим вопросом, как это обсуждать. И теперь, зная вот эту ситуацию, которая была, я бы хотел вам показать другой ролик не очень мной уважаемого Дмитрия Гордона, который на его канале еще при жизни Бориса Березовского в 2014 году вышел вот этот ролик, где Борис Березовский рассказывает про эти взрывы, и он человек, который, как он говорит, хотя много людей пытаются приписать эту такую сомнительную славу себе, привел Путина в кресло президента. На самом деле это не так. КГБшники хорошо разыграли и использовали и Пугачева, который здесь в Европе, тоже есть русский такой империалист, который бывший банкир, Березовского и других вот этих олигархов, и без преувеличения казнокрадов, по-другому в России нельзя было стать миллионером и миллиардером. Что говорит, давайте послушаем этот Борис Березовский, покойный, ныне, как говорят, покойный, опять же, я считаю, что Борис Абрамович Березовский, скорее всего, воспользовался программой защиты свидетелей. И это почему я так считаю? Во-первых, когда его хоронили, его гроб был закрыт, хотя его всего лишь повесили, как нам рассказывают. И лицо не обезображено, поэтому обычно в таких случаях гроб бывает открытым. И только когда тело обезображено, гроб бывает закрытым. И второе, если я не ошибаюсь, тогда Березовский выиграл в суде 800, по-моему, миллионов фунтов стерлингов в суде у
вдовы Кахи Биндукидзе, по-моему, если опять же не ошибаюсь. Ну, короче говоря, выиграл суд, и через какое-то время он умер. Был как бы повешен и пропал. Ну, будем надеяться, что жив, а если умер, то Бог ему судья. Пускай он отвечает перед Богом за все свои злодеяния, которые в том числе он имеет отношение. На мой взгляд, это моя личная точка зрения. Я считаю, что и Борис Березовский, и другие люди, которые были рядом с Владимиром Путиным, когда он восходил на трон после взрыва в 1999 года, не могли не видеть, никто не мог не видеть, не осознавать, что происходит. Давайте послушаем, что говорит Березовский. Часто приходится слышать от людей, которые много знают, что за историей с взрывами на Каширском шоссе, за историей с Гексогеном, за Нордостом, за Бесланом просматривается тень Путина. Что вы на этот счет думаете? Ну, я бы не стал вот все прям в одну корзину. Да? Что касается истории взрыва жилых домов в Москве осенью 1999 года, то, с одной стороны, я был в центре политических событий в 1999 году, поскольку это как раз время кампании. Более того, хочу сказать, что я в то время не считал, что это спецоперация. Может быть, потому что были глаза зашорены, потому что я действительно абсолютно верил, что мы можем совершенно демократическим путем, да, выиграть парламентские выборы. А потом стали считать, что это спецоперация? Безусловно. Более того, не просто считать, а собрал огромное количество фактических материалов, которые подтверждают, что это была спецоперация. То есть дома на Каширском шоссе в Москве специально взорвали? Давайте тогда конкретно говорить, не в терминах гипноза, да, а в терминах фактов. Предлагаю рассмотреть один единственный случай, который ярче других показывает, что происходило. Это неудавшаяся попытка взрыва в Рязани? Дома в Рязани. История абсолютно кристальная, да, потому что она вся в официальных информационных сообщениях, в прессе, в документах, фотографиях, видеозаписях и прочее. Произошла следующая история. На самом деле, это истории удивительные две, но и второй коснусь тоже. Произошла следующая история. Это уже после взрывов на Каширском шоссе, после того, как все боялись Гексогена. После взрывов на Каширском, после взрывов в Волгодонске. Значит, водитель автомобиля в Рязани заметил двух людей, которые выгружали мешки около подъезда дома. Подозрительные мешки. Это ему показалось подозрительным. И он сообщил об этом в органы. Не знаю, честно. ФСБ он сообщил, местное. Милицию. Короче говоря, были задержаны 2 человека с этими мешками в подвале этого дома. В мешках, и вот я сейчас рассказываю дальше информация, которая вначале появилась, вот с самого начала, когда сообщили о том, что предотвращен террористический акт. В этих мешках оказался гексоген и взрывное устройство. При этом 2 сотрудника, которых задержали, оказались террористами. Через очень короткое время удалось задержать этих сотрудников там же, в Рязани, и оказалось, что они сотрудники ФСБ. Арестовывало их региональное ФСБ, а они были сотрудниками Центрального ФСБ. То есть Центральное ФСБ не поставило в известность региональное ФСБ об этой спецоперации. Те люди, которые были на опознании, что ли, да, во-первых, было снято взрывное устройство и размещено и в газетах местных, и на интернетских сайтах. А во-вторых, были показания одного из участвующих в этой операции предотвращения вот этого теракта, что это гексоген. По-моему, на следующий день или через день было совещание в Кремле, где тоже силовых что-то структур, я сейчас не помню точно, где выступал с промежутком в полчаса
в то время министр внутренних дел, господи. Не имеет значения. Нет, имеет значение. Рушайло. Хорошо, мы к этому вернемся. Совсем недавно он ушел в отставку. Потом он был секретарем Совета Безопасности. Рушайло. В Кремле. Тоже очень важный момент. Как бы Рушайло заявил в прошлом стриме, когда я говорил о том, что Рушайло тоже причастен к взрывам 99 года и прикрывал эти взрывы по линии МВД. Мне мой подписчик сообщил, что... нет, это было не в стриме, позже было общение, что Рушайло как бы сообщил об этом взрыве, о предотвращении террористического акта в Рязани, поэтому он как бы имеет алиби, он как бы не причастен к этому, так как он сообщил. На самом деле совсем было не совсем было так. Когда задержали, как здесь Березовский правильно говорит, центральное ФСБ, да, не центральный аппарат ФСБ не предупредил региональный, конечно же, и не предупредил милицию, МВД местное. Но когда задержали уже, да, ФСБшники были задержаны, эти террористы через 2 дня были задержаны. И об этом все знали. За 2 дня до этого мешки с гексогенами уже найдены. Мешки гексогеном, как мы сейчас это понимаем, и с тротиловой вот этой стружкой вперемешку, да, вот такая это была смесь, да, сахар, рязанский сахар с вермишелью, как мы это видели в других наших видео. И они должны были, как бы, задержали, и что-то должно произойти. За 2 дня до этого 3 мешка взрывчаткой нашли, задержаны с поличным ФСБ. Весь город стоит на ушах. Рязань непростой город, это военный город. Там очень много военных училищ, это мы тоже раньше говорили. И почему выбран был именно город Рязань? Потому что это был взрыв, который должен был, после этого взрыва рязанские десантники, вот эти все военные, должны были потом ехать топить чеченцев в крови. И это был такой мотиватор для этих рязанских военных. Поэтому не просто так было сказать, что вот, да, ну, нашли и так. Но и Рушайло не мог отвертеться. И задачу по озвучиванию этой ситуации, что это были учения, взял на себя Патрушев. И поэтому Рушайло не освобождается от ответственности ни в коем случае, но Патрушев это прямой исполнитель, это все они заодно, но Рушайло был вынужден просто сказать, потому что его ведомство уже задержало. Все, они должны их передать уже в суд, что-то надо делать. Не может местное все руководство Рязанского МВД, ФСБ взять просто сказать, ну ладно, отпускаем. Для этого должен был сказать, конечно же, директор ФСБ. Директор ФСБ об этом сказал. И их потом отпустили. Провели совещание через несколько дней, буквально через 1 день, что ли, да, где последовательно, интервал в полчаса, выступал министр внутренних дел Рушайло и директор ФСБ Патрушев, которые сделали 2 противоречия друг другу заявления. Рушайло рассказал о предотвращении теракта, а Патрушев заявил о том, что это были учения. Что это были учения, и вот бдительный советский народ, значит, схватил за руку и так далее, и так далее. А гексоген настоящий? Ну, дальше больше. Дальше Патрушев сказал, что это был не гексоген, это был сахар. И более того, мы вывезли на полигон и проверили. И это был действительно сахар. Извините, ребята, если это учение, если вы сами его устраиваете. Зачем вы что проверяете, это сахар вы туда положили или гексоген? Но более того, вот фотография вот этого взрывного устройства, которое они назвали муляж. Они сказали, что это был муляж, а не взрывное устройство, которое было помещено в гексоген, в каждый из мешков. Это взрывное устройство появилось на фотографиях. И здесь, когда я проводил расследование, я нанял экспертов английских и французских, которые по фотографии должны были установить вот этот монтаж, который сделан, проводов и так далее, эти устройства, которые там были. Это, ну,
на самом деле так, да, на самом деле работающая как бы штука, ну хотя бы как схема, да, вот как То есть схема. Хотели взорвать этот дом в Рязани? Я хочу сказать, что только они подтвердили, что схема абсолютно нормальна. Да? Поэтому, если это был муляж, что совершенно... Они же не рассчитывали, что подойдет специалист, который из бдительных граждан, который определит, что это... То есть хотели реально взорвать дом? Безусловно, была попытка взрыва дома в Рязани. Зачем это было нужно спецслужбам, если это так? Ну, на самом деле, как я сегодня понимаю, параллельно тому штабу, который работал... Тогда как бы Березовский этого не понимал. Пока ему не дали пинка и не выкинули из России, он этого не понимал. Или делал вид, что не понимает. И теперь он говорит, что они вот занимались пиаром, а была группа спецслужбистов, которые занимались вот уже военным вот этим террористическим актом и так далее. Но Путину нельзя было поднять рейтинг, которого выдвигает Ельцин, у которого 2%. Здесь, мне кажется, Березовский лукавит. Откровенно лукавит. Говорит, что 2% нельзя было, что можно было по-другому поднять рейтинг. Нет. Рейтинг Ельцин проиграл до этого выборы коммунистам Зюганову в 96 году, по-моему. И тогда в 96 году Зюганову просто припугнули и сказали, если коммунисты придут к власти, то все, у нас Запад, все от нас отвернутся. Что вот мы пошли вот по коммунистическому пути. А этот коммунистический путь... Это тот путь, который себя уже изжил и дискредитировал в глазах Запада. И он и не был никогда коммунистическим. У Советского Союза был путь империалиста, империалистический путь. И они про имперство, империализм Запада говорили, чтобы прикрыть свой империализм. И тот коммунистический режим, который себя дискредитировал, их он не устраивал. Не было никакой идеологии, ничего их не устраивало. Теперь они собирались строить империю под прикрытием демократии. Они поняли, что их система проиграла, западная система. Они, как хамелеоны, переоделись, перекрасились под демократов, поэтому тогда не дали Зюганову занять пост. И когда Ельцин объявил Путина своим преемником, то у Ельцина и у Путина, соответственно, поддержки было 2%. И не мог Березовский поднять этот рейтинг, ну никак. Можно 10 поднять, 20 поднять, но не 50, не 60, не 70. И только взрывы домов в 99 году, только убийство российских граждан и обвинения в этом чеченцев, а до этого стоит напомнить, опять же, здесь ведь не так возникло, что Чечня жила себе свободно, даже после войны, да, ее никто не трогал, тут произошли взрывы, обвинили чеченцев и напали. Нет, днем и ночью, на протяжении вот этих 3 лет, даже меньше, чем 3 лет, 2,5 лет, после первой русско-чеченской войны, из чеченцев делались, ну просто дьяволы, сатана делалась. Что мы там детей едим, всех делаем. И да, многие совершали преступления, многие использовали спецслужбы. И захваты заложников были, и криминал был. Но это все провоцировалось и 100-крат накручивалось в информационном поле России. И все это прекрасно знал Березовский, который непосредственно там внутри находился. Как Березовский, как другие люди, которые сейчас делают вид, что ну нет, я там побыл 3 года, 5 лет его там советником, рядом побыл, и больше ничего не знаю. Нет, мы в это не верим. Я лично в это никогда не поверю. Невозможно. Когда простой человек знает, который чуть-чуть интересуется этой темой, что взрывали спецслужбы, а Березовский, допустим, который находился на самом верху, он даже не понимал. Вот послушайте, что он говорит, с чем я в корне не согласен. Имидж Путина на легитимные выборы и так далее, существовал другой штаб спецслужб, который не понимал, что таким образом можно выигрывать выборы. И, кстати, я хочу вам сказать, что здесь полная аналогия с тем, что происходило в 1996 году. Полная аналогия. Как вы помните, в 1996 году выборы были в июне, а в марте месяце Коржаков, Барсуков и Сосковец уговорили Ельцина подписать 3 указа. Да? Один о переносе выборов на 2 года, второй о запрете Компартии и третий о разгоне парламента. Да? То есть абсолютное непонимание
дремучими homo советикус, да, как устроена жизнь, уже новая жизнь, да, они не верили, что можно действительно с помощью ящика, да, сделать то, что они делают с помощью пушек и пушечного мяса, да, и этот менталитет абсолютно сохранился, и вот те люди, которые планировали вот это все и делали в 1999 году, безусловно, были, с одной стороны, уверены, что вот так, как мы наметили, не победить, это первое. И второе, может быть, они как раз хотели тем самым взять под контроль Путина и как будущего президента страны. Опять, это предположение, да, но факт остается фактом, что те сведения, которые мы собрали, я вам рассказал только один эпизод, потому что на самом деле был очень значительно другой эпизод, когда за 3 дня до взрыва дома в Волгодонске Селезнев, спикер Госдумы Российской Федерации, объявил о готовящейся провокации взрыва жилого дома в Волгодонске, а взлетел дом в Москве на улицу Гурьянова. А через 3 дня действительно взлетел дом в Волгодонске. Это есть даже на видеокадрах, где Жириновский поднимает этот вопрос и спрашивает, как это так на заседании Госдумы за 3 дня, на заседании Госдумы, не общее заседание Госдумы, а Президиума Госдумы. Ну что, да, какого-то органа Госдумы. Как это так? Он говорит, 3 дня тому назад нам сказали о взрыве в Волгодонске, через 3 дня он действительно взлетел. Это просто задокументированные факты. Да, это задокументированные факты, и это правда. Березовский, конечно, пытается себя это все снять. И я думаю, Березовский правильно поступил, что воспользовался, если он воспользовался программой защиты свидетелей, для того, чтобы уйти. Так как он правильно сказал, что сперва повесит Путина или Березовского, и вместе с Путиным повесят и Березовского. Потому что он причастен. И да, эти люди не отвертелись бы. А сейчас, когда он будет в программе защиты свидетелей, он сможет просто дожить свою старость. И как неглупый математик, он очень хороший математик, говорят, был, он поступил математически очень правильно и верно. Что можно еще по этому поводу добавить? Мы дальше будем говорить, напоминать об этих ситуациях, об этих взрывах, о ситуациях с правами людей, которые происходят как в Чеченской республике Ичкерия во временно оккупированной, так и в других местах. Будем поддерживать, говорить про все темы, которые не нравятся российской бандитской, террористической власти. Будем говорить и напоминать миру, что не все так хорошо в русском наноцарстве. На этом, я думаю, наш стрим можно закончить. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И все, как говорится, будет Ичкерия. Спокойной ночи. Ассаламу алейкум. Адикюэль. Маш ойль.